Настоящий учитель должен знать не только ту область, которую преподает. Наставник обязан обладать широчайшим кругозором, чтобы уметь ответить на все вопросы воспитанников. Высокое звание педагога предполагает постоянное повышение профессионального мастерства. Весна для учителей алданских школ выдалась богатой на события и мероприятия. На исходе марта стартовал районный этап конкурса «Сердце отдаю детям». За честь представить Алдан на республиканской арене поборолись 29 специалистов из 19 образовательных организаций. Моими понятиями, ключевыми являются патриотизм, национальность, отчизна и гордость за Родину. Это правильно? Да. Теме Родины внеурочное занятие посвятила учитель русского языка и литературы Нижнекуранахской гимназии Валентина Андреева. Для педагога открытый урок стал почти экзаменом, ведь ее методику работы с детьми оценивал состав жюри. К пятиклассникам, ученикам алданских школ, учитель пришла впервые. Впрочем, контакт с детьми удалось наладить сразу. Я думаю, что у нас получилось найти общий язык. Дети все очень добродушные и доброжелательные. Мне очень они понравились, и я думаю, что как-то они у меня останутся в моей памяти. Конкурс «Сердце отдаю детям» стал первым масштабным мероприятием за последние 2 года. В районном этапе знаниями и умениями померились педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Профессиональные испытания дали возможность каждому участнику встряхнуться и задействовать все резервы. Хотя волнение, конечно, присутствовало. Сначала казалось, что не очень, а вот когда уже увидела гостей мероприятия, увидела самих детей, то что вот сейчас нужно отработать на все 100%, чтобы найти общий язык, и, конечно же, волнение появляется. Районный этап конкурса состоял из нескольких заданий. Помимо представления мастерства и профессионализма в видеопрезентациях и открытых занятий в классах, участники подготовили собственные проекты. Научно-методические разработки педагогам предстояло защитить. Наши педагоги идут в ногу со временем, владеют различными методическими технологиями, в том числе и цифровыми образовательными технологиями, что позволяет применять не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях, потому что в основном конкурс «Сердце отдаю детям» – это внеклассная работа, воспитательная работа и дополнительное образование детей. Каким должен быть современный педагог? Этому вопросу проект посвятила старший воспитатель детского сада «Чебурашка» поселка Ленинский Екатерина Плотская. В своей работе она рассмотрела конкретные пути саморазвития. А защиту проекта Екатерина Александровна выстроила в форме диалога вместе с членами жюри. Чего не хватает вам, чтобы вы могли сказать, что я педагог 21 века? Например, если я плохо владею ИКТ, как мне в этом помочь? Я могу же пройти какие-то курсы. Самообразование. Самообразование. Хорошо. Финальным испытанием стал профессиональный квест, в котором участникам пришлось активизировать не только знания, но и находчивость, скорость реакции и умение импровизировать. Конкурс «Сердце отдаю детям» передал эстафету районному форуму молодых педагогов. В нем приняли участие более 60 работников учреждений образования. Работа форума была рассчитана на 1 день, однако учителя приняли участие во множестве заданий и конкурсов. Вот как это было. Участникам следует быть предельно внимательными и мобилизовать все имеющиеся знания, чтобы верно ответить на вопросы. В картинках зашифрованы названия известных произведений. Также необходимо вспомнить автора. Викторина с заданиями на эрудицию и память проходила на одной из площадок, работавших в рамках районного форума. 64 педагога и практически половина детский сад и школа. Мы не ожидали, конечно, мы думали, самое большое будет педагогов человек 30, но мы очень рады, что у нас замечательное количество таких молодых педагогов, просто счастливы сегодня, что такое количество собралось. Вторая локация предусматривала путешествие по Якутии. Участникам предстояло ответить на вопросы по географии, истории и топонимике. Часть заданий охватывала достопримечательности. В соседнем кабинете группа выполняла задания, требующие функциональной грамотности. Педагогам предстояло рассчитать бюджет с учетом дорогостоящей покупки. Ой, они очень активные, я смотрю, им очень все нравится, очень активно, очень позитивные, очень творческие. Участники форума были разделены на группы. Пока на 2 площадках педагоги боролись с географией и вспоминали классику литературы, их коллеги сдавали самый настоящий экзамен. Отвечать пришлось по билетам, в которых были прописаны ситуационные задачи.
Только одна девочка невозмутимо лежит на полу и барабанит ногами. Объясните возможные по мотиву поведения девочки и что следует делать в этой ситуации воспитателю. По мнению участников, ценность форума заключается прежде всего в обмене опытом. Каждый педагог здесь почерпнул рациональное зерно, которое затем станет использовать в практике. Много интересных идей. Педагоги-стажисты делятся опытом, который очень ценен для нас. Здесь очень хорошие педагоги проводят свои мастер-классы. Вот сегодня узнал у женщины начальных классов, как можно, грубо говоря, даже с простыми попитами, да, проводить классный урок на самом деле. А на уроке Оксаны Дмитриевны Чикачевой тоже узнал много нового. Как педагогически, психологически подходить к работе с детьми, к примеру, с девиантным поведением. Помимо викторины в рамках форума проходили мастер-классы и квест-игра. В Алданском районе форум молодых педагогов в этом году прошел впервые, и он имеет все шансы стать традиционным. Опытом с коллегами педагоги делятся охотно. Благотворительные проекты и просветительские акции, творческая и познавательная деятельность в разных направлениях. Сотрудникам каждого учреждения есть о чем рассказать. Так, в прошлом году Алданская гимназия присоединилась к всероссийскому проекту «Киноуроки», который совмещает в себе элементы образования и духовно-нравственного воспитания. В гимназии киноуроки теперь являются обязательной дисциплиной. Фильмы для просмотра и обсуждения подбираются в соответствии с возрастными особенностями ребят. Предмет ставится в расписание, хотя и не каждую неделю, но регулярно. Шестиклассники непременно исполнят чью-то мечту. Такова генеральная цель очередного киноурока. Как же я тогда боялась его упустить. Поэтому я стала скульптором. На занятии ребята ознакомились с картиной «Другой мир». «Из детства нужно взять мечту», – повествовал эпиграф. «У каждого человека она своя». Школьники постараются узнать у родителей, бабушек и педагогов, чем они грезили в детстве. Итогом социальной практики станет воплощение в жизнь чьей-то мечты. Мы сначала обсуждаем с ребятами, потом выбираем, что будем делать по социальной практике, потом обсуждаем с родителями и уже, учитывая мнение учащихся, принимаем окончательное решение. Но я считаю, что проект всероссийский очень хорошо помогает реализовать духовно-нравственное воспитание у учащихся. И наши ребята с радостью смотрят фильм и участвуют в социальных практиках. Киноурок длится отнюдь не академический час. Помимо просмотра короткометражного фильма, дисциплина предусматривает обсуждение и реализацию проекта, так называемой социальной практики. Ее суть дети разрабатывают вместе с учителем. Шестиклассники выполнили уже 2 добрых дела, на которые их подвигли сюжеты кинокартин. Так, например, в 5 классе мы сделали сборник афоризмов, а потом уже вышли на социального партнера. Мы собрали корм для бездомных животных приюта «Надежда». Естественно, мы сделали доброе дело и для нашей гимназии. Мы помогли с озеленением территории. В этом году уже расширили список социальных партнеров. В этом году мы собрали игрушки для благотворительной организации «Дари добро», собрали книги, отвезли для детской городской библиотеки. Социальные практики, реализуемые школьниками вместе с педагогом, непосредственно связаны со смыслом фильма. Они предполагают наращивание детьми позитивного духовного опыта, результатом которого становится реальное действие на благо окружающих. Я считаю, что киноуроки в России – это очень хороший проект, который помогает классному руководителю в воспитании духовно-нравственных ценностей у ребят. Таких понятий, как милосердие, добро, неприходящие истины, которые они не только обсуждают, но и потом реализуют в своих добрых делах. Давними и крепкими традициями в районе славится школьная журналистика. Журнал «Шар» знает каждый выпускник. Прощаясь со школой, юноши и девушки получают в подарок по выпуску издания, которое выходит раз в год. В этом году «Шар» отмечает 15 лет, а истоки его создания берут начало в «Гимназисте», газете, выпускавшейся в Алданской гимназии. Впервые малоформатное издание вышло в свет в 1994 году. Заместитель начальника департамента образования Ольга Чмирь много лет преподавала в гимназии русский язык и литературу. Ольга Богдановна и ее коллеги стояли у истоков «Гимназиста». Им всем огромное вот такое человеческое спасибо, потому что, действительно, мне было
легко с ними работать. Сначала гимназист был двухполосным. С развитием технологий расширялись и возможности. Постепенно количество страниц увеличивалось. Более многочисленной становилась и команда юнкоров. В подготовке газеты стали принимать участие воспитанники других школ. Ребята осваивали разные жанры публицистики. Пробовали силы в фотоделе и подготовке видеоматериалов. Для кого-то из юнкоров журналистика стала призванием. Вы здесь видите Ниргуяну Игнатьеву, Павла Лукьянова, которые впоследствии стали настоящими журналистами. Оба закончили профильные вузы. В 2007 году гимназист вышел из стен гимназии. Школьная газета стала районным журналом. О новостях, событиях и достижениях на страницах издания начали рассказывать все школы. Тогда же изменилось и название. К слову, выбрать его было непросто. Было предложено более, наверное, 40 названий разных, самых разных. И вдруг, как будто, знаете, все оцепенели, когда вышли ребята, опять же, наши гимназисты. Шар. Мы так, а что это значит? И вот они расшифровали аббревиатуру, что это школы Алданского района. Массу интересных и познавательных проектов реализуют дошколята. В настоящее время в целях безопасности большинство мероприятий проводится в дистанционном формате. Свою деятельность на суд жюри малыши представляют в видеороликах. Таким образом, пандемия дала детишкам импульс к освоению искусства кинематографии. Возведение города будущего стало домашним заданием для участников 4-х педагогических чтений имени учителя математики Валерия Калмыкова среди детских садов. Знаниями и творческими способностями в чтениях, посвященных столетию якутской автономии, померились порядка 20 коллективов. Аэропорты, причудливой архитектуры дома, живописные парки и развивающие центры. В будущем родной городок станет великолепным. С заданием дети справились отлично. А вечером мы всей семьей в большой зеленый парк идем кормить животных в зоопарке и у пруда смотреть на рыб. Популярным увлечением у дошколят остается робототехника. В этом году на конкурс New Robot модели тяжелой техники представили воспитанники 9 детских садов. Углекопы, экскаваторы, насосы и обогатительные комплексы. В будущем в добывающей отрасли появятся 11 машин и установок нового поколения. Алданский район является промышленным, и актуальность разработок юных инженеров бесспорна. В роликах дошколята опробовали изобретение в действии. Представляю вашему вниманию робототехника ДРАК-1. У него много функций. Сейчас я вам их продемонстрирую. Первая функция – буровая установка. Вторая функция – конвейер, который достает породу. Третья функция – сюда порода заезжает и дробится, а отсюда порода падает на машину. Формирование целостной личности и раскрытие интеллектуально-творческого потенциала воспитанников – пожалуй, такова первоосновная задача любого педагога. «Обучать значит учиться вдвойне», – сказал французский писатель Жозеф Жубер. Передавая детям знания, умения и навыки, наставник постоянно совершенствуется как в преподаваемом предмете, так и за его границами.